А судебные приставы Коми накануне праздников проводят акцию «В Новый год без долгов». В течение месяца специально для населения работают мобильные центры банка исполнительных производств, где люди могут не только узнать о своих пассивах, но и оплатить штрафы прямо на месте. Елена Кононова выяснила, горожане, пусть и не все, действительно хотят встретить Новый год без долгов. Александр Владимирович, вы 63-го года рождения? Да. Ваш штраф ГИБДД 500 рублей. Ну и все, да? Это еще на мою машину висит, что ли? По Ухте. В Сыктывкарском аэропорту на удивление спокойно, несмотря на, казалось бы, не слишком приятное присутствие судебных приставов. В самом деле, кому охота портить себе настроение перед поездкой? Впрочем, насильно никого из пассажиров приставы не проверяли. Люди подходили сами. Какие-то долги обещали погасить в ближайшее время, какие-то оплачивали прямо на месте. Нет, у вас все нормально? Все нормально. Да? А вот вежливый выездной мобильный пункт судебных приставов вызвал у посетителей повышенный интерес. Люди активно спрашивали, записывали. Были среди них и такие, кто оперативно предъявлял квитанции об оплате. Такую вот добровольную зачистку долгов ежвинцы назвали очень полезной. Можно на месте проверить, можно узнать, сколько должен, сколько он не должен, и спокойно встречать Новый год. Без долгов. Без долгов, да, естественно, без долгов. У нас, во-первых, пожилых голова уже не помнит, а это очень удобно. Жители района очень были рады такому мероприятию, поскольку можно было не только совершить новогодние покупки, но и проверить на наличие долгов, а в случае обнаружения себя в должниках оплатить на месте. Кроме того, судебные приставы раздавали гражданам памятки об информационном сервисе банк данных исполнительных производств и разъясняли о том, что можно оплатить свои долги, не выходя из дома. Акция «В Новый год без долгов» – своеобразный шаг навстречу должникам. Закрывать финансовые хвосты в добровольном порядке судебные приставы предлагают до конца декабря. В 2015-м взыскивать они будут уже принудительно. Елена Кононова, Максим Васильев, телеканал Юрган, Сыктывкар.